В этом году раннеспелый сорт белого абрикоса начал созревать почти на месяц позже, чем в прошлом году. Садоводы будут собирать плоды в течение недели. Их нужно реализовать как можно быстрее, иначе абрикос перезреет и станет непригодным для употребления. В день мы нанимаем 6 или 7 работников, которые собирают урожай. Собираем абрикосы и сами. Для этой работы нужно много рук. Абрикос нужно собирать немного недоспелым. Он доспеет в течение недели на момент продажи. Баткенские абрикосы сочные и сладкие благодаря местным климатическим условиям. Садоводы говорят, что для подкормки деревьев используются только органические удобрения. На рынке отправляются экологические чистые плоды. Качество абрикосов хорошее, потому что мы не используем никаких химических удобрений. У меня домашняя скотина, поэтому я использую перегной. А если употреблять химические удобрения, то все равно это будет влиять на вкус абрикосов. В селе Актурпак Кадамджайского района абрикосовые сады растут на площади в 753 гектара. Здесь выращивают около 10 видов этого фрукта. В последние годы садоводы увеличивают площади посадки раннеспелых сортов абрикоса. Абрикос, выращенный в этом селе, очень быстро идет на реализацию. В нашем Аильном Аймаке климат жаркий, фрукты спеют раньше, чем в других районах. Первый урожай всегда покупают дорого. Практически каждая семья в Баткенской области выращивает абрикосы на продажу. Ежегодно в регионе собирают почти 100 тысяч тонн свежих абрикосов или 25 тысяч тонн их мякоти. До 70% урожая уходит на экспорт. Мадина Низамова, Адыл Уразалиев, Джакшылык Исаков, ЛТР, Баткенская область.